нашем культурном центре на наш очередной мастер-класс по росписи башкирской посуды. Мы собрались в рамках гранта, в рамках реализации гранта проводим этот мастер-класс, да, очередной. Расписываем сегодня вот такие красивые деревянную посуду. Можете вот показать, да? Перед вами уже в процессе вот росписи вот такая красивая посуда. Эту посуду использовали башкиры. Вот для чего, как вы думаете? Ну, конечно, в своих нуждах, да, в быту, дома, конечно, знаменитый башкирский мед, также в деревянных посудках, да, хранилось. Что еще? Для чего могли использовать? Да для всего, в принципе, да. Вот здесь набор, вы можете видеть, набор для кумыса. Будем последующий, вот, будем расписывать тоже. Немного хочется поговорить о башкирском орнаменте. Перед вами вот посуда уже расписанная, да, и краски таких ярких цветов. Желтый, оранжевый, красный, да. Что они означают, эти цвета? Кто мне скажет? Желтый – цвет солнца, да, цвет тепла. Красный – это цвет жизни. Черный цвет что означает? Земля. Это земля, да, конечно. И давайте теперь поговорим об орнаменте. Он похож на татарский? Похож. Чуть-чуть похож. О чем это говорит? Это значит растительный орнамент. Хотя в башкирской культуре, да, именно вот в росписи, в декоративно-прикладном искусстве еще присутствует много геометрических орнаментов, скажем так. Это и в счетной вышивке, и в других можно изделиях. Вот вчера вы можете показать, да, вчера мы валяли палас кашма, там тоже присутствует орнамент. А еще орнамент у них, повторяющийся орнамент. Орнамент это что? Это узор, повторяющийся несколько раз, да? Этот орнамент, он может по бордюру быть, вот как в этих посудах бордюрный, да? А еще вот здесь, да, он повторяется в центре. У башкирского народа это древние мифологические вот воззрения такие, да, они верили в трехчастный мир. Что это означает? Это верхнее небо, среднее небо и нижнее небо. Кто-нибудь знает, что это такое? Верхнее небо это что? Это, да, это тоже так же можно сказать. Это значит верхнее царство, среднее царство, где человек живет. Верхнее царство это уже когда в иной мир уходит, да, и подземное царство. Трехчастный мир, поэтому очень много изображалось именно трехчастное вот повторение орнамента, узора. Про цвета уже мы с вами говорили. В общем, это идет с древних времен. Вот, и поэтому люди, оберегая себя, свое жилище, тоже так же вышивки, да, это также посуду расписывали, это как оберег, да. Вот эти все знаки. Давайте про знаки поговорим. Опять вы можете видеть, да, круги, ромбики, если мы берем геометрический рисунок, да, вот, например, на наших коврах, да, кашмах. Геометрический рисунок. Кто-то говорит, что это солярные знаки, да, ну квадрат, круг, это, да, солярные знаки. А ромб считается, это поле, засеянное поле. Это самое важное, да, для народа. То есть это знак плодородия. Засеешь поле, пожнешь, и будет тебе еда. Вот это самое главное. Поэтому вот эти самые важные для человека символы, естественно, они, естественно, изображали на, ну, в общем, везде. Хотите что-нибудь добавить, Галина Ивановна? Вот, в цветах уже с цветами определились. Мы уже с вами с башкирской культурой прям тесно связаны. Мы уже с вами изготавливали и нагрудные украшения, да, с вами, и валяли. Вот пришла очередь до нашей красивой посуды, да, дошла очередь. Мы с вами сегодня расписываем посуду, набор кумысный,
и набор для меда, для знаменитого башкирского меда. Кто когда-нибудь пробовал башкирский мед? Да. Да? Говорят, что самый вкусный. Можете поближе показать вот орнамент. Что еще интересно? Вот здесь могу сказать, да, если я не ошибаюсь, вот этот вот бараний рог, он, по-моему, называется не то каркас, вот я могу ошибиться как-то. Вот этот вот бараний рог, в принципе, вот эти завитки, это и есть бараний рог. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что народы занимались, да, вот древние башкиры, скажем, чем они занимались? Скотоводчеством, да, тоже изображали животных, потому что это не поклонение, конечно, животным, это просто кормильцы, да. Про солярные знаки нужно сказать. Солярные знаки — это солнце, полумесяц, месяц, естественно, все эти небесные знаки. Древние люди поклонялись этому. А еще во многих изделиях можно увидеть растительный орнамент в виде, например, цветочка, в виде куста. Это не что иное, как древо жизни. Вот так вот надо. Или мировое дерево, да? Это дерево жизни, которое вот прям своими завитками все разрастается. Тоже так же в этих древо жизни, да, опять-таки трехчастный мир изображен. То есть крона – это верхний, да, мир, средний – это вот ствол, и корни. Это тоже вот подземный уже мир, да, трехчастный мир. Вот это надо строго запомнить. Это вообще во всех народах, в принципе, во всех орнаментах это присутствует. Все люди, все и славянские, и тюркоязычные народы, ну как, этому верили, этому все соответствовало с этому. В общем, все орнаменты, все узоры на украшениях, на одежде, на вышивке, в росписи где-то, в рисунках там, вот где валяние, да, в юртах, например, в орнаменте, все это, вот можно просто увидеть, вот полистав книгу, да, по башкирской культуре, можно увидеть вот эти наши орнаменты. Что еще нужно сказать? Про счетную вышивку не будем говорить, это касается вышивки. Мы с вами сегодня расписываем в основном растительным орнаментом, да, как вы можете заметить, где присутствует вот этот вот бараний кускар, вспомнила слово, кускар. Кускар это называется, это вот бараний рог. То есть зооморфные мотивы, да, о чем говорит животный мир, это называется зооморфные мотивы. Растительный орнамент, то есть цветочки, листочки, куда входит древо жизни, мировое дерево. Потом идет геометрический рисунок и зооморфный рисунок. Но он так стилизован, в принципе, просто в форме рога. Вот. Это, ну, в основном, как во всех народах, вот эти три составляющих. Растительный, геометрический и зооморфные мотивы, они везде присутствуют. Вот, что еще нужно сказать про башкирскую культуру? Мы с вами уже тоже много что знаем, да? Анжи, не хочешь добавить что-нибудь? Самое главное, нужно сказать спасибо фонду культурных инициатив. Благодаря этому фонду мы приобрели столько материала, мы вчера уже об этом говорили, да? Столько материала, что мы можем себе позволить сейчас делать вот такие красивые выставки. Вот эта посуда у нас будет, когда мы ее полностью распишем, да, она будет задействована в наших ансамблях, да, фольклорные ансамбли Актеряк и
Тамар, еще другие, да, у нас башкирские фольклорные ансамбли свои присутствуют. Во время обрядов, у них очень интересные обряды такие есть, свадебные обряды, обряд чаепития они показывают. Вот в этих обрядах вам, если вам интересно, вы можете во время концерта вот увидеть эту нашу посуду, вот реально вот, которую вы сами своими руками сделали, да, вот мы как раз для них и трудимся. Конечно, во всех выставках наших будет участвовать эта посуда. В общем, задействуем, просто так ничего не будет лежать. Вот еще раз хочется сказать огромную благодарность. Ну и мы тоже, в принципе, молодцы, да, благодаря тому, что потрудились, выиграли этот грант. Это коллективный труд, это не только вот творческая мастерская мозаика, да, это все участники. У нас сегодня присутствуют тоже родители, которые здесь у нас с детками пришли. Всем, кто интересно, кому интересна башкирская культура. Каждый человек может прикоснуться. И еще нужно сказать, каждый знак, да, каждый орнамент, каждый узор, будь то в костюме, будь то в каких-то готовых изделиях, да, о чем-то говорит. Вот это надо очень помнить об этом. Это не просто красивый рисунок. Вот в старших классах, наверное, это в школе изучают, девочки, не проходили еще, нет? Вот как я вам много-много раз говорила, да, как по вышивке, по одежде, как паспорт можно было считать, вот о чем это вот, кто этот человек, как паспорт. Одежда служила как паспорт для человека, вы понимаете? Можете себе представить, как это возможно в наши дни? Это возможно? Это, конечно, нет. Но мы говорим про древние времена, да? Когда просто человек вышел, по ее наряду можно было судить, кто этот человек, с какого он рода, чем он занимается, чем он промышляет, да? То есть, чем они занимаются, чем это занимается этот род. И это можно было. И что интересно, вот если судить про женскому костюму, да, особенно про женский костюм очень интересно. Женский костюм, вот, например, вышла девушка или замужняя женщина. Вот это можно было увидеть в этом костюме. Вы представляете? Это же так интересно, да? Вот сейчас это же даже представить себе невозможно, правильно? Да? Верите, что такое было, нет? Верим. Вот, очень интересно. Вот об этом свидетельствует, конечно, вышивка, да, в основном. Украшения те же, да, форма головных уборов, обилие украшений, например. Это все говорило о том, что человек, принадлежность человека, к какому сословию даже относился этот человек. Видите, как интересно. Но, мне кажется, вот сейчас, вот верните времена, да, вы тоже были бы, например, тоже очень красиво выглядели. Вообще народный костюм, да, немножко вот отойдем от росписи, да, скажем так. Народный костюм, он так интересный, вот костюм вообще любого народа, вот просто строго запомните, говорил, это как культурный код любого народа, говорил о чем-то, не просто так. Но также в этих наших посудах, да, это тоже стилизованный рисунок, узор, говорящий о чем-то. Видите, как интересно? Вот, значит, мы продолжим свое занятие, да? Вот, еще раз поблагодарим Президентский фонд культурных инициатив, скажем спасибо и скажем до новых встреч. До свидания.